Ассаламу алейкум! С вами после небольшого перерыва Лезги Хабарар. Самые актуальные новости лезгинского народа. 70 кустов сирени к 70-летию Победы. Экологический субботник в Магарамсурском районе. Новости спорта и многое другое в нашем сегодняшнем выпуске. В поселке Мамедкала Дербентского района прошла акция под названием «70 сирени к 70-летию Победы», сообщает пресс-служба района. В мероприятии приняли участие исполняющие обязанности главы Дербентского района Магомед Джилилов, представители администрации, а также молодежь района, школьники и молодой преподавательский состав школ. Массовый субботник прошел в Магарамхюрском районе. В очистке, благоустройстве и озеленении территории приняли участие работники учреждений и организаций, учителя и учащиеся школ, работники администрации сельских поселений, а также все те, кому не безразлично санитарное состояние окружающей среды. Всего за один день экологического праздника было посажено более 3000 саженцев деревьев и кустарников, окрашены известью стволы деревьев, бордюры, фасады зданий. Планируется, что работы по посадке саженцев деревьев различных культур будут продолжены. А в Дербенте тем временем ведется активная реконструкция одной из главных улиц города – Пушкинской. Примечательно, что главы всех без исключения городов и районов Центрального территориального округа Республики Дагестан решили принять активное участие в подготовке к празднованию 2000-летия основания Дербента. Планируется, что работы начнутся в самое ближайшее время и будут завершены к сентябрю нынешнего года. Старинный город Шики стал самым посещаемым в период 9 праздничных дней в Азербайджане, сообщает сайт новости Азербайджан, ссылаясь на туристическое агентство. Далее по списку идут такие города, как Куба, Кабала и Ленкорань. Юбилейный 10-й ребенок родился в семье Крымовых из селения Каракюре Дагуспаринского района. В соответствии с указом экс-главы Республики Дагестан Муху Алиева о дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей, семье Крымовых полагается денежная выплата в размере 300 000 рублей. Поздравить четту Крымовых и вручить им положенный гонорар отправились представители районной администрации. Мы также присоединяемся к поздравлениям и желаем семье Крымовых всего самого светлого. Переходим к новостям спорта. 10 апреля в Магнитогорске состоялся турнир Mixed Combat «Стальное сердце». В рамках этих соревнований свой титульный бой провел наш земляк Артур Алискеров. Соперником дагестанца был местный боец Николай Радчик. Лезгинский боец одержал досрочную победу техническим нокаутом в 3-м раунде. Таким образом, спортсмен уверенно защитил свой пояс. Артур Алискеров является уроженцем Дагуспаринского района. На соревнованиях представляет Махачкалинский спортивный клуб имени Джафарова. Также 10 апреля в американском Коннектикуте лезгинский спортсмен Ислам Мамедов в своем дебютном бое на турнире ВСОФ World Series of Fighting одержал победу нокаутом в 1-м раунде над Леоном Дэвисом. Джабар Аскеров дебютирует в ММА. 18 апреля на турнире в бойцовском клубе «Оплот» известный российский кикбоксер Джабар Аскеров сразится за титул чемпиона Евразии по ММА среди силовых структур. Соперником Джабара станет Газимирза Газитиев, являющийся чемпионом России по рукопашному бою. Новая страница в жизни Хабиба Аллахвердиева. Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Хабиб Аллахвердиев готов начать новый этап в своей карьере. Последние 3 года его менеджером был Владимир Хрюнов, но их сотрудничество подошло к концу. Теперь Аллахвердиев ищет новые варианты продолжения своей карьеры. Как заявил спортсмен в своем интервью allboxing.ru, в ближайшее время он займется поиском новых вариантов для сотрудничества, чтобы в будущем вновь побороться за чемпионский титул. Напомним, что Аллахвердиев не выходил на ринг с апреля прошлого года, когда уступил свой титул чемпиона мира в поединке с Джесси Варгасом. На этом наши новости подошли к концу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.